Дед Канбак. Народная сказка. Был и не был, говорится в этой сказке, передам, как мне рассказывали. А вот и присказка. В старину козы были тонкорунные и кудрявые. У фазанов хвосты длинные и светистые. Добрые люди рассказывали. Жил в ту пору некий старик по прозвищу Канбах. Не было у этого старика никого и ничего, кроме единственной кибитки и старухи. Жил он охотой и рыболовством. Хозяйства не имел. Одним словом, гол, как сокол. Старик был настолько легок, что любой ветерок поднимал его и уносил. Потому-то и дали ему такое прозвище – Канбак. Первым врагом у этого старика была лиса. Житья она ему не давала. Случалось, выловить он в день всего 2 рыбки. Так одну из них обязательно унесет лиса, да еще пригрозит на прощание. Вот и задумал дед Канбак уйти от этого хитрого и злого преследователя в другие отдаленные места. Свалил старик свою кибитку, связал киреге, собрал остатки рыбьей стребухи, взял бурдюк с айраном и, взвалив все это себе на плечи, отправился в путь-дорогу. Идет старик день-другой, усталость его одолела. Тогда он зарыл в одном месте киреге, в другом свои пожитки, в третьем бурдюк с айраном. И как только старик освободился от груза, стал таким легким, что ветер подхватил его и понес над землей. А когда ветру надоело таскаться со стариком, он выбросил его где-то в ущелье среди огромных гор. Очнулся дед Канбак и видит, упал он возле великана, а тот держит в руках 2 горы и ударяет одну о другую. Зарыл дед Канбак рыбью требуху и подошел к великану. «Куда идешь, старичок?» – спрашивает великан. «Мир широк, в мире много дорог, батыря не встречу, сам батырем стану», – схитрил дед Канбак. «Ого! Ты, видать, чудак», – сказал великан и так громко захохотал, что горы кругом валиться начали. «Коль батырем хочешь стать, давай померяемся силою», – предложил великан. Сам взял огромный камень, подбросил его высоко вверх и тут же поймал легко, словно мяч. «Ну-ка, старичок, теперь твоя очередь играть». Хотя и здорово испугался дед Канбак, но виду не подал. И камень в 2 раза выше его. Но подошел дед Канбак, ухватился за камень и стал беспокойно смотреть то на небо, то на землю, а камня не поднимает. Так продолжалось довольно долго, и это надоело великану. «Ты что ж, старичок, медлишь? Бросай!» – нетерпеливо сказал он. Дед Канбак только этого и ждал. Посмотрел он еще раз на небо, затем на землю и говорит: «Опасаюсь я. Если брошу этот камень вверх, то небо перевернется и упадет на землю. А если не поймаю, земля расколется». Тут великан испугался не на шутку. Схватил он деда Канбака за руки, просит: «Ой, Аксакал, признаю в тебе силу, только не бросай камень, иначе мы оба погибнем». Старик заметил тупоумие великана и предложил: «Давай лучше выпотрошим брюхо земли там, где я укажу». Великан согласился и с разбегу ударил в землю ногой с такой силой, что по колено увяз в ней. Дед Канбак тоже разбежался и пнул ногой в то место, где зарыл рыбью требуху. Посмотрел великан. В самом деле потроха земли вылезли наружу. «Ого! С этим стариком шутки плохи. Нужно держаться с ним почтительно», – подумал великан и стал делать все, что прикажет ему дед Канбак. Изрядно помучив великана, дед Канбак сказал:
Ну, на сегодня достаточно мне с тобой возиться. Приходи завтра ко мне в гости. Если есть друзья у тебя, их пригласи». Великан согласился и пошел своей дорогой. Где речка встретится, он ее перешагивает. Где лес на пути, он руками высокие деревья в сторону раздвигает. Вот такой этот великан. Дед Камбал вернулся к месту стоянки и говорит старухе: «Завтра к нам придет в гости великан со своими приятелями». «Чем же мы их угощать будем?» — говорит старуха. «Нам и самим есть нечего». «Не печалься, старуха», — отвечает дед Камбак. «Я уже придумал. Когда придет великан с приятелями, он сядет со мной в кибитке, а приятеля на дворе у кибитки останется. Ты тогда и скажешь мне, чем же мы дорогих гостей угощать будем? Нет у нас нечего. А потом, что я скажу, то и делай». С этими словами дед Камбак подал старухе огромный охотничий нож. Великан не заставил долго ждать себя. На следующий день он пришел в сопровождении двух приятелей. Великан влез в кибитку к деду Камбаку, а приятели его за неимением места остались на дворе. Старуха и говорит старику: «Чем же мы угощать будем дорогих наших гостей? У нас ничего нет». А старик отвечает: «Что ж, старуха, если у нас нет нечего, свари ты голову одного великана, грудинку другого, а самого нашего друга можно и поджарить». Только старуха послушно встала и ухватилась за огромный охотничий нож, как все три великана повскакивали и наутек. А друг великан второпях даже кибитку на плечах унес. Дед Камбак кричит ему вслед: «Эй, друг, оставь мою кибитку, иначе я тебя все равно разыщу». Великан сбросил кибитку с плеч и побежал догонять своих приятелей. Вдруг у него под ногами появилась лиса. Спрашивает она великана: «Куда это ты бежишь, сломя голову?» «Ох, и не спрашивай», — отвечает ей великан. Втроем вот бежим от одного бедового старика». «Эх ты!» — устыдила его лиса. «Нашел тоже кого бояться. Идем со мной, я отомщу ему за вас». Великан согласился, повернул обратно и вместе с лисой направился к старику. Дед Камбак издалека видел их и кричит: «Эй, лиса, твой дед был мне должен, а ты хочешь откупиться одним великаном? Лучше не подходи, одного великана я не приму, для меня этого мало». Услышал великан слово старика, вцепился в глотку лисы и говорит: «Ты хотела меня обмануть, передать старику за долги своего отца и деда? Так вот же тебе». Великан схватил лису за хвост, покрутил ее несколько раз над головой, да так ударит о землю, так из нее и дух вон. Вот так дед Камбак своей хитростью избавился от врагов лисы и тупоумных великанов.